Хорошо. Будет рыбалка, будет. Скоро. Так, ну что, друзья, дождались все-таки мы температуры 22 градуса, 22,5. Время уже 10:30. Еще 10:30, мы только с рыбалки. Выдвигаемся, что? Кто сказал, что мы просто бухаем весь день? Мы еще и попробуем рыбу поймать сегодня. А получится ли это, мы скоро увидим. Да-да-да. Мы едем. Вот, урагашка уже греется, завелся, все нормально. Прогревается после ночного мороза в 35 градусов. Было 34. Попукал он немножко. Сейчас на ход ноги и алга. Самый минимум 36 было ночью. О, устами младенца глаголит истина. Не, холодно было утром. 36 было самый минимум. Да. Чуть ли не под 40 было. На речке 40 было. Так что береженного Бог бережет. Раньше, Солнышко встало, солнышко греет, сейчас уже можно идти рыбачить. раньше времени не хрен пекалались, да? Да. Холодно было. Да. Реально холодно. Да. 40 градусов. Мы под что, 40. сюда за рыбой, что ли, приехали? Рыбалку приехали. Мы приехали брать. Сейчас увидим. Сейчас все увидим. Да. Правильно? Конечно. Скажи веское слово. Можешь стишок рассказать или Давай, быль? вперед, поехали. На стульчик встань, да расскажи. Эй, сколько сегодня? Давай прогноз. Кто сколько? Я скажу, 15 рыб поймаем. Ты На сколько? каждого. Тоже неплохо. А Витек, ну-ка скажи, ты как? Я лучше не буду загадывать. Он сказал Что получится? 54. Смотрим. Сегодня мы едем туда. Да. Погнали. А что вы садитесь? Что вы? Нет, я буду на лыжах, может. Да, блядь, там нормально, до завала поехали. Что будете, я ждать там, что ли, вас буду? Все, прыгайте. А ты гонял уже, да? Да, я не, только развернулся. Там до первой бревна поедете. Перед завалом мы тут тоже ловили. Глухарь. Что там? Глухарь пролетел. Ты его прям увидел? Да, вот он. Тык-тык-тык-тык, и там пошел. Так, все, первая остановка здесь. А, кстати, Дим, буримся. Мы тогда говорили, что 15 здесь Вот только... тут поймали здесь. Ну, вот я говорю. А мы тут вот здесь вот, на этом узком участке, вот здесь вот прямо. А мы тут поймали. Так что пока здесь буримся, я топтану дорогу сейчас Или здесь через завал посмотреть. В общем, впереди у нас завал. И сейчас мы будем смотреть, если возможно, проедем через завал. Хотя я уже вижу, что через завал будет проехать проблематично. И, наверное, мы сделаем так, как делали прошлый год. Поднимаемся здесь вот в лес. И режем, и уходим на том участке реки, где нет перекатов, нет завалов. В общем, вот так вот срезаем, получается, этот участок. Но это уйдет где-то минут 40, не меньше. Ладно, а пока пробуем, давайте закинем удочки, посмотрим, есть ли на этом месте рыба. Здесь даже муха не сидела на этом льду в этом году.
Как-то вот так, шаг за шагом, получается, пробиваем дорогу через такой бурелом. Потому что на реке бурелом еще хуже. Он двухэтажный, трехэтажный. В прошлый год как-то получилось пробить дорогу выше. В этом году он, не знаю, как проедем обратно. Пока по бревнышкам перекатываемся, пока едем. Тут просто реальный выступ уже, решили одно бревно убрать. Около полчаса уже пробиваем дорогу на речке. Ну, ничего страшного, когда пробьем, уже откроется путь к новым горизонтам. Что мы и делаем. Потому что тот завал, а после завала перекат, они непроездные получаются. А? Нажимай! Нажимает снизу. Еще и пила начала мозг компостировать. Основную дорогу уже проделали, осталось буквально вон метра 50, наверное. Протоптать, это все утрамбуется и будем здесь кататься. Получилось? Ну все. Берлоги. Не разбудил бы ты кого там, блядь. Туннель такой, блядь. Дай бог с ним, снега накидает, и там он не помешает уже. Главное, чтобы не уперлось, блядь. Снегу немножко накидайте им туда. Сверху вот это, где пила стоит, туда. О, да, оттуда, да. Вот это, кстати, тоже называется рыбалка. Потому что, чтобы пробурить лунки, надо добраться до реки. В Верховьях дорога уже накатанная, в Низовье еще никто не ездил. А получается что? Где никто не рыбачил, там, возможно, есть рыба. Что мы сейчас сегодня и будем проверять. Все, пробуем. Нет, я-то проеду, но пропилить надо будет. Ура, ура, ура. Вот она, наша река. Сейчас обратно проедем и с корытом вернемся уже сюда. Там вот перекат, бревна, и после завала, мало того, что сам завал, так еще и здесь вот по бревнам очень опасно. Ну, сложный участок, лучше по лесу. В прошлый год мы также здесь вот выезжали, только вот туда мы выезжали, вон. Чуть не сказал, вон дорога осталась с прошлого года. Мы там вот выезжали, в этом году немножко сюда завернули, чуть резче. Тут нормальная дорога, но очень крутой склон получается. Из-за этого приходится здесь. Как-то вот так. Свежих волчьих следов нету, но старые тропы есть. Ладно, все, сейчас. Блин, пила еще плохо работает. Карбюратор что-то засорился, видать.
Что, кидай пилу, кофр тогда. Может где-то при- Пустые здесь. А сани, Пила-то здесь. пила-то здесь, а может где-то пильнуть придется, блин. Кинь. Блин, где-то утонет, пильнуть надо будет, потом беги за пилой, блин. Не, кофр кидай. Там хоть удочку с собой взять. Попробуй, как потом ездить. Следобуром, да? Да. Вон здесь. Можно уже начиная отсюда и бурить, да. Да, потом начинается. А тут их плес хороший, а почему-то не ловится, блядь. Тут вот такой. Ну, я прошлый год не ловил здесь. Это ручей по-врядски. Ты здесь будешь, да? Сейчас подъедем. Удочка-то есть, а как пробуришь, бля? Вон, удочки-то есть. А ледобура-то нет, бля. Где ты попёр? Ладно, попробуем. Бабуераком. А тут вот херня какая-то получается. Вот здесь можно забуриться. Что мы и сделали. Как чувствовал. Что мы и сделали. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. Давай. Вот так. Давай, ураганушка. Кому сейчас легко, трудись. Немножко поворотом вот тут бы топтануть, блин. Ну ладно. Потом. В другой раз. Вот так вот. Шаг за шагом. Пробиваем дороги. Как-то вот так. Пробили вот такую вот дорожку по таким вот ебеням. Тут вот надо, по идее, пильнуть вот эту херню, блин. Пока не началось, блин. Лучше пильну. Ладно, друзья. В общем, я думаю, все понятно, как мы иногда рыбачим. Около часа потерянного времени. И через такие вот буераки ищем и находим путь к реке. Все, сейчас пилю, беру сани, выезжаю на речку и едем рыбачить. Мы сделали это. Скоро будет наша команда вся в сборе. Мы-то с Витьком, ладно, дорогу топтали, а Дима не знаю, чем занимался, блин. Только на лыжах катается, блядь. Ты не пробовал, бля, кроме лыж, теннис поиграть, а? Гонял. А то все на лыжах. Это да, как в анекдоте. Здрасте, а можно я к вашей дочери в гости пришел? Да, А зачем, давай. говорит? А мы, говорит, хотим с вашей дочери на лыжах покататься. Слышь, молодой человек, теннис не пробовал поиграть?
Я еще Вот. на лунку Ладно. раскопал. Мы это дело сделали, за это надо пробурить лунку. Вы поняли. Кто нормальный, тот понимает, а кто... Да. Кому не суждено, тому не понять. Все, Кому давайте. не дано. До первой рыбки. Так, ну что, многие спрашивали, где мой ледобур Урал, электроледобур. Вот она мощь. Вот он, ледобур. Неподменимая. Ну, это ручной, это да, он уже не замерзнешь. Так что пробуем. Опа. Он сам даже в бой рвется, блин. Да, только взял, он уже рвется. Блин, купил шнек 110, ну, на сотку, блин. И не проверил, и перед выездом проверяю, а тут вот этот болтик, вот этот, не подходит. В общем, надо просверливать. И пришлось ставить ножи на 130 бур, но на лесной речке 130 это много. Много. Для жерлиц нормально. Тратится лишняя энергия, все такое, блин. Ну, ладно, попробуем, что получится. На раз, два, три. Кто быстрее? Все. Я Ох ты, мама дорогая, зато такое дупло. Зато такое дупло, блин. Пробуй, пробуй. Я сейчас туда повыше еще пробурюсь. Надо посчитать количество лунок, блин, сколько. Полтора-два влезет. Зато без это, да? Это, как говорится, как раз тот случай, что не всегда плотно и хорошо, да? Ужас! Ужас! Тут лед такой толстый еще. Так что ледобур Урал у нас на месте и все работает. Злопыхателям привет. О, походу что-то трава пошла. Ну. А? Жесть! Мелко? Ну я говорю, что тут трава пошла, мох пошел. Нам с тобой. Красота. Среди бегущих первых нет, ясно. И отстающих. Так что электробур Урал у нас даже 130-м шнеком лунки бурит. Сейчас проверим. Только мне кажется, я сегодня за бурильщика пойду, да? Красота. Как-то вот так. Не знаю, сколько лунок мы пробурим, но пока идет красиво. Можно, в принципе, потом будет посчитать, сколько лунок он пробудет на одном аккумуляторе. Мороз 26 градусов мороза. Так, надо и мне порыбачить немножко, наверное. Как думаете?
А нахрен я сейчас пробурю уж до конца. Да потом, чтобы не таскаться. Вот. Пробурили лунок 15, наверное, электробуром. До тех пор, пока не урюхался перекат. В общем, мель, скорее всего, возможно, убил ножи. Но вроде бы лед пробрился и сразу земля. Надо чувствовать или быть уверенным в глубине. О, поклевка. Поклевка. Сейчас будем смотреть, кто там дрочит. Вроде бы поклевка была. Сейчас посмотрим. Ух ты. Ух ты. Запутала. Ёшкин ты кот. Как так-то? Так, ну-ка смотрим. Мелко, да? Но здесь мы остановились, потому что с Саньком, Саня Калина, Саня Росоров. Тут мы хороших оковалков дергали. Бывало даже обрыв лесок. Проверить надо. Что, показалось, что ли? Вроде клевало. Проверим. Вот такой участок метров 50 пробурили, поворотик, плесик. Тут и выше бывало поклевки, конечно. Что-то здесь перекат мелко, потом дальше опять глубже пойдет. Ну, возвращаться уже не будем, оставим на потом. Тут вот я врюхался, тут походу вообще мелко. Помню, что где-то здесь мель была. Вон, все. Оп, все. Еще и зацеп, блин. Нет, все здесь не будем. Пойдем дальше. Че? Поймал какую рыбу. Че поймал? Васька? Васька, меньше Васька даже. Василька? Детеныш. А где крупняк? Василек. Что-то у нас одни Васьки пока клюют. Хотя рыба здесь крупная должна быть. О, здесь поглубже, здесь, наверное, сейчас бабах будет. Давай, сделай бах. Я знаю, что ты где-то здесь. Давай, не стесняйся. Бахай. Нифига. Ладно, мороз, батарейку надо экономить. Пока выключаемся. Как ни странно, тишина. Была надежда, место не обловленное. Как бы каждый год нет-нет, да ловили здесь. Ребята поймали 2 Васька, мало меньше. И все, ни одной больше поклевки не увидели. Потеряли полчаса времени. Едем дальше. Здесь, походу, рыбы нет. И глубина хорошая, и место хорошее, а рыбы нет. Ни одной поклевки нормальной. А года 4 назад тут рвали леску, только шум стоял. Год на год не приходится, походу, получается. Ладно, пойдем туда, где рыба есть. Так, что-то мне начинает надоедать такая рыбалка, только сказал, о, поклевала. Ну это мелочь. Малек, наверное, этот голян. Арка. Тырк, 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 тырк. Нету ни хрена. Ну, Дима у нас счет открыл. Первого поймал. От 0 уже ушли. Пойдем глянем. Мы тут с Витей просто так балуемся, да?
А Дима все по-серьезному воспринимает. Он приехал, наверное, за рыбой сюда, не на рыбалку. Вот такой вот монстр. О, Янцикадан. Ух, кабан. Вкусный. Все, Пахнет вкусно. давай следующего. О, хоть понухат. Ну, Все, Дима от 0 ушел. Осталось 14 штук поймать на каждого. Так, ну что, солнышко уже начало подходить ближе к деревьям. День подходит к концу. У нас результат пока ни хрена не меняется. 15 не на толпу, 15 тем более не на каждого. Пока всего лишь навсего один более-менее такой вот. Взяли которого. И штук, наверное, 8 уже 10 отпустили, да, Васьков? около десятки-то уже будет. Около десятки, да. 4 место обуриваем. Пацаны вообще охренели уже, блин. Увидели электробур и сказали, все, остальные буры уже не работают. Вон, сидят, улыбаются. На Авито, на продажу. Все довольные. В общем, посчитали, около 30 лунок уже буранули. Пока бурит, пока нормально. Вот. Но я уже не рад от этого бура. Думаю, ручным хоть все бурят, блин, а электробуром бурю один я. Но никого ему не отдам, потому что если где-то что-то закусит, сломается, блин, пусть лучше это будет своими руками. Так что Урал, как бы хейтеры, там, злопыхатели не смеялись, не злорадствовали, где же твой электробур? Вот он, вот электробур Урал, и он реально бурит и облегчает с одной стороны. Сюда вот еще у меня, я купил 100-соточку шнек, только он немножко не подошел по крепежу. Там шплинт потоньше, вот я куплю сейчас, не куплю, а просверлю вот в соточке дополнительное отверстие здесь, сделаю резьбу, и соточкой дело пойдет 2 раза быстрее. Все-таки 130 это для жерлиц, для озер, а для лесной речки сотки за глаза хватит, я думаю. Что, клюнуло? Ну, полезал. В общем, как-то вот так. Вот это, в принципе, место тоже неплохое. Если мне память не изменяет, вроде бы здесь прошлый год мы поймали хитрую щуку, когда было закрытие сезона по лесным речкам. Вроде бы этот поворот, если мне память не изменяет. Ну, посмотрим. Сейчас вот так вот еще бурану. От лунок 10-15. Проверим. Да, нет, поедем дальше. Давай сниму, пробури, покажешь. А что, я так? Сейчас идет там. Уже видели не раз. Ну, немножко быстрее, чем вручную. Вот так вот проходит моя рыбалка. Кто-то рыбачит, а кто-то бурит, блин. Где-то метров 7. Чисто не часто смысла нет. Если у него же глаза есть, да? Надеюсь. Наверное. Ты не все глаза выколол? Была бы соточка, это было бы еще легче, наверное. Но я говорю, я его держу обратно, он сам туда тащит, блин. Бурю немножко с наклоном в сторону течения, чтобы нимфа не цеплялась и как бы рыбе было удобнее заходить в лунку. А рыба так часто заходит в лунку, что аж ужас какой. Ну как-то вот так проходит моя рыбалка. А? Мелко? Нормально. Тыла. Шон, дуба.
Теперь будем пробовать. Вот так вот 5 лунок пробурю. Не успел подойти, уже вот сидят скворечники. Халява. Говорят, халява. Раньше вручную-то, блин, толпой налетели, пробурили все. А теперь даже не пытаются встать вон. Говорят, и так неплохо, да? Что ловится? Пытается? Не устала рука у тебя это рыбу поднимать? Есть такое. У меня пока такого нет. Ладно. Будет. Ладно. Будет и на нашей улице праздник. Так, так. Что там было? Что-то я видел. Витек вытащил. О, хорюзенции. 29 сантиметров, не меньше. Побольше будет. Больше, да? 29,5. Хуй, хрен с ним, блин. 29,6. Да. Так что осталось мне обрыбиться и останется по 14 штук на каждого. Останется поймать. А то прогнозы дали сегодня несерьезные, блин. Я-то сказал 15 всего. Дима сказал 15 на каждого. Ну, пока не получается. Пока всего 2. Вот 4 лунки, вот 5, 4. Сказали, там рыбы нет. Я пойду-ка проверю. А вдруг? Так, что-то я подустал немножко бурить лунки. Все-таки места уловистые, рыбы нет. Давайте все-таки не будем лениться и достанем камеру, посмотрим, что там подо льдом. Мне кажется, она просто сегодня, рыба не ловится. Сейчас проверим. Что-то день подходит к концу, поклевки так и не начались. Проходим новые места, где не ступала нога человека в этом году. Ни хрена что-то нет никакого. Ух ты. Что это? Камера треснула, что ли, нет? Не, все нормально. Так. Ну, чтобы вам тоже, я так думаю, интересно будет посмотреть, что у нас подо льдом. Так что давайте будем смотреть вместе. Так. Включаем. Включили камеру. Так, что мы видим? Мы видим вот такое вот дно. А рыбу мы пока не видим. Здесь рыбы нет. Может, действительно здесь рыбы нет? Так, мы начали смотреть. Давайте проверим уже все лунки. Начиная, тут уже мы оббурили где-то лунок 20 на этом месте, на этом повороте. Электробуром, конечно, это все дело проходит быстрее, но таскать его все равно устаешь. Ручным бы, конечно, было намного тяжелее. Ничего, нормально. Ловилось бы еще что-то. Что-то вообще тишина. Надо, в общем, сейчас я пройдусь по всем лункам. Если не найду, не увижу ни одной рыбы, поедем дальше. Будем искать. Будем искать эту рыбу. Где-нибудь, да все равно должны найти, я так думаю. Коряги. Ладненько. Вот такая вот история. Пока выключаем. Выключили. Не будем тратить карту памяти на пустые просмотры. Если что-то найдем, сделаем включение.
И обязательно вам покажем. Нет так нет. Пока выключаемся. Ни хрена. Проверил все лунки. Рыбу здесь я не увидел. Но тем временем вот Дима на мою удочку вытащил войска, отпустил. Одна поклевка была. Хрен его знает, где эта рыба. Ну, пока светло, будем продолжать поиски. Будем бурить, будем искать. Как найдем, сделаем включение. Все. Пока рыбу не вижу, дальше включать даже не буду камеру. Так, ну что, третий парень у нас в улове. У нас Дима опять отличился. У Димы 2. У меня 0 получается. С палочкой, блин. Стабильно. Да. О, как вкусно пахнет. Бляха-муха, оторвал. Что, нимфу клевала? Вот в лунке упал. Ага. Большой? Ну, нормальный. Вот, все, морушки нету. Вот, слыхали, да? Бляха-муха, вот это да. Все. Самую ловкую морвушку и порвал, да? Самая, которая на нее и клюет. Результат обуренного плеса 1, 2. Ну всего 3 получается, да. А и у тебя оборванная мормышка здесь осталась. Не густо. Я говорил 15. Еще 12 надо. Даже не на каждого. Я не знаю, уже солнце село, осталось максимум час рыбачить и все. Даже меньше, наверное. Попробуем отъехать еще куда-нибудь, какое-то новое место. Вон. Цельняк. Ни одной лунки нету, блин. И рыбы нету. Хрен его знает, где рыба в этой луже. Погнали. Наконец-то увидели мы еще одного, 4-го хариуса за сегодня. Он живой. Живой, Вот. конечно. А то он даже не шевелится, он на мормышечку золотую попал. Очередное место обурили, уже никакого настроения нет. Бурим, ни одной поклевки, начало темнеть. Я такого даже не припомню. Ну как не припомню? Первая рыбалка такая и была. 2 дня впустую было. Сегодня только запах чувствовал, я тоже еще рыбы не видел, блин. У меня другая задача — дырки бурить. Ладно. Надеюсь, у меня что-нибудь перепадет. О. Второй. Ну. Чуть поменьше. Так, ну-ка, может им что-нибудь не перепадет. Батарея скоро сядет на GoPro, а менять уже настроения нету. На морозе глючит, наверное, изображение будет хреновое, зависать будет. Ну, говоришь, тут 5-7 на этом участке тоже бывало, давало это. Да их поймали. И все. Настоячку оба.
Ну, это говорит то, что нету активности у рыбы Не активно вообще. сегодня, но это к перемене погоды. По-любому что-то не к добру эта фигня. Не. Сегодня как-нибудь, завтра будем брать. Ну, когда-нибудь да надо будет. Когда-нибудь. Ладно, выключаемся пока. Еще и скажи, что, бля, попадешься, блин. Он это уже издевательство. За целый день. Не, он сегодня жрать просто не хочет. Что-то да, сегодня какой-то сытый. Он не сытый, а охреневший. Он. Итек достал Харю свою, он висит, как повесился, да? Как утопленник, бля. Они утонули раньше, или получается. Он, видишь, он тюкнул, это Харис был, не малявка. И все. Вот там, да, я тоже там был. В этой лунке. Несколько раз бросил там и все. И ни разу не клюнул. А нет, я там отпустил одного мелкого. Совсем маленький. Совсем маленький. И все. Так, ну что, рыбачки, хватит на сегодня? 15 не поймаем уже, наверное, да? Да. Даже на толпу. Но 5 поймали, и то хорошо. Что, опять получилось? Да. 5 штучек. От 0 ушли, и не больше. Я ни хрена не ушел. Я сегодня бурильщик. Поклевку видел. Ой. Неоднократно даже. Да. Ну ничего, завтра будет клевый день, наверное. Возможно, может быть. Сегодня Ладно. 35 градусов мороза. Дуем в избу, пока не стемнело. Смысла уже нет, наверное, да? А пока воды наберем, дров надо приготовить. Но. Все, хорош, погнали. Нежели богато. Так, пока не садимся, развернусь. Палку не будете брать? Палку не будете брать, бур отбивать? Крутится, вертится шар голубой. Что у нас сегодня на ужин, Петь? Макароны по-флотски. По-флотски. Нет, надо нарезать. Макароны по-флотски. Как раз в это покажу. Так, что сегодня? Паучок где? Потеплело у нас сегодня. Время 21 минута 7. Минус 20 за бортом. 36 помещений. Что, нормально? Да, Что мы сделали? Мы сегодня уже успели приготовить дрова. Пильнули. Вон, сушнячок. Принесли. И будем сейчас перевязываться удочки. День сегодня у нас только убыточный. Потеряли нож. Выпал где-то, завтра не знаю, да, затоптал ножу я где-то, его навряд ли найду. И вот мормышечку оборвал зацеп. Ты тоже оборвал? И я оборвал. Нет, я оборвал тоже, да. Вот буду ставить вот эту мормышку сегодня. Сначала оборвал. Вот такой вот. Вот такой вот это Васька Чупина. Мормышечка, попробуем завтра на нее. Легковато немножко, но Ну, нормально. посмотрим, что покажет. А так сегодня река вообще ничего не показывала. Харю спал. Его и так вроде бы немного, а то, что было, даже не хотел брать. Пока Ну и бог с ним. по голове голове сюда. не настучишь. На рыбалку приехали все-таки. Так, ну ничего страшного. Нету рыбы, зато есть что? Есть ужин вкусный, с вкусным рыбацким напитком. Да? Так точно. Вы не против? Человеческий отдых. А? Человеческий отдых. Да. От цивилизации. Дома так не отдохнешь. Так что Дома, да. через 15 минут все будет хорошо.
По батарее. Вот занес ураловскую батарею, чтобы немножко согрелась. Пробурили сегодня около примерно 100 лунок. Ну пусть 80. Точно. 80. 82%. Завтра для интереса по дороге можно будет примерно посчитать, сколько пробурили. 82% еще осталось. 26,3 вольт. 77 вот сейчас вот нажал. 82. 82%. Это получается только 18%. Специально не буду заряжать. Посмотрим, насколько хватит. Обязательно вам скажем. Так что, кто говорил, что электробур Урал херня полная, вы не правы. Нормальный бур. Совсем неправда. Да, бурит. 130-м буром. Лед толстенный. Мороз. Мороз, да. Толстенный лед. Практически полностью он сухой, промерзший. Где-то сантиметров 40-50, а то и больше местами Мужик, еще, блин. Нормально. Так то, как-то вот так. Что-то да. Как-то мы это... Помельчали, мужики, помельчали. Как и Хариус. Васьки они стали. Колоски, да. Я даже вот такую фигню пробовал помазать. Чуть сам не задохнулся. Рыба, наверное, за километр убежала от этого вонючего запаха. Это зрительно. Так, маркер, Друзья. байт. Red вектор, красный вектор. Что это? Заказал на Озоне. Мужики, кто пользовался этой фигней, скажите, работает, не работает? Я что-то еще ни одной рыбы не поймал. Сегодня даже вот начал и тюкать вроде, думал, ну, рыба просто выеживается, сейчас капну и хапанет. Капнул, все, больше она даже вот не тюкала, блин. У нас хоть тюкало, капнули и все. Ее рядом даже Так, не стало. это Завтра она даже не стоит. Все, хватит. почему? Я. А ты все опять? Здесь Вот беда. еще из-за этого рыба тоже не клевала, блин. 100%. Я и думал, в чем причина, блин? Вон, хлеб надо достать, чтобы он растаял. Яйца забыли сегодня. Вот из-за этого тоже рыба не клевала. Короче, причин много. Спать любим. Спать любим, да. Вчера вроде рано легли, да? Часиков 6, да, наверное, легли. Ну да. Около 6, да? Мы сюда не за рыбой приехали. Мы сюда на рыбалку. Ладно. Заморожено. Что наше, то наше. Будет и на нашей улице праздник. Да. Что Богом нам дано, мы все равно свое поймаем. Сегодня нам Бог дал, Вот. поймали. Порвал тебя Хариус мормышку, Порвал, завтра он да. вернется, скажет: Дим, извини, пожалуйста, я был неправ. На тебе две. И переведет друзей. Да, скажи, вон тебе бабайки. Тут нарезано. Ой, сегодня я еще рыбу-то не ловил, я сегодня просто был бурильщиком. Даже помбура у меня не было. Почему немножко-то был? Одну лунку Дима сделал, да, под конец. Не, этот хлеб еще надо долго оттаивать. Если честно, они бы бурили. Им дай волю, они нефть найдут. Давайте. А так все нормально. Немножко, правда, даже не немножко, скажем, а немножко устала спина. Но я так думаю, хуже от зарядки это не будет, да? Нет, это полезно. Вот, Спина будет здоровая. да, спина будет здоровая. Вот как так вот будет. Ладно. И уж там давай. И уж там да, чилыш там да. В переводе это выпьем и споем. Вчера с Димой как дали. Вчера жару дали, да. Не вчера, можно сказать, сегодня. Сегодня, да. Сегодня посмотрим, как будет. Как пойдет. Макарошки по-флотски. Это, наверное, не по-флотски, это по-сиротски. Тушенки сколько было, столько было. Ну, мясо Я же присутствует. доставал, надо было. Или Что? утиной. Не будем уже утиной, да? Да нет, уже мешать-то что. Вчера Нормально, попробовали нормально пожарить присутствует. рыбные консервы даже на печке. Да. И ничего вроде получилось так. Замороженные рыбные консервы. Ой, давай, Давайте. ваше здоровье. Холодненькая. Холодненькая, передержали. Я бы сказал, даже вкуснее, это холодно. Черемушка. Черемуха. Что, не чувствуешь послевкусие какое? Пока нет. А мы пили клюквы и орешки, да, у тебя? Орешки, да.
заморожен. Так, две чуть-чуть. Куда? Чем хорош еще вот этот ящик? Термо, да. Хлеб, продукты все, ну, нормальные, плюсовые температуры. Стоит только нарезать, он прямо на глазах белел и замерзал. Да. Так бы мороженое как есть? Никак. Я помню, раньше за пазухой оттаивал, чтобы хоть что-то как-то можно было. Надо попробую, если он сыроватый еще, он как камень будет. Блин. Это хорошая штука. Калипсо. Сколько? 20 литров, да? Ну, 20. больше, 25. наверное. 25. Есть 30 литров, есть 20. Калипсо. Сегодня в Калипсо мы ничего не увидеть, да? Ну, это было, в принципе, ожидаемое. Мне кажется, как бы хрена нету. Нету. Даже сказать нечего, да? Честное слово, я как потерянный, но не верится, что такой участок, вот Да, сколько, да. те места, на которых даже бесклевное время мы ловили рыбу, нет-нет, да все равно поклевывало. Сейчас все пусто. Рыба заболела, наверное. Кто-то сейчас напишет, что здесь рыбы нет, езжайте на другие места, но мы же поймали тогда с Иваном Григорьевичем и Силем. Сейчас, последний раз. Да. Там нет, Либо там не нет, клев, либо... Да не поверишь, что ты говоришь. Реально, там нет ни- потом, бац-бац. Ни в одном месте рыбачили. Все-таки это, Так и речка не обурена, в чем дело-то. Никого не было, да. потому что мороз, высокое давление было, а сейчас, походу, Перепад надвигается метель. Они рыба чувствуют и заранее, наверное, Минус да. 20 пока еще. Нормально. А Вот у вас они- В избе реально Они- надо веник нести. рыба заранее чувствует непогоду. Как у меня батя говорил, за 2 дня она может уже чувствовать, что изменение погоды будет. Уже может не клевать. Хотя погода хорошая еще. А когда погода хочет улучшаться, но даже при хреновой погоде может ловиться, она тоже чувствует, что это улучшение. Типа того, что-то мне рассказывал. Завтра по прогнозу снегопад должен быть. Там миллиметров 5 даже. Нормально. Ох, сушнячок, да? Жарит. Это я как затопил и все, и больше никто не пробовал. Нет. Опять Много, я много. Ну, надо было сырое что-то подложить, чтобы Я это... кушать варил. Серьезно? Ну, чтобы сварилось все, чай вскипел. Согрелись быстрее. Всю славу Витька забрали, да? Старался. Ну, я же лук резал, да? Я что делал? Даже Витьке по руку водил. Завтра, по идее, 12 градусов днем должен. А По потеплее. прогнозу. Да и сегодня что, холодно было, я сегодня вообще не замерз. Нет, это Ни не капли. Возле реки из-за этого. Так, друзья, недолго, буквально пару минут, пару приветов. Привет. Хочу передать детям Евгения Докшина. Это Докшиной Аделине и Докшину Ярославу. Пусть выздоравливают, они сейчас как раз болеют. Ну, дай бог, чтобы они выздоровели уже к этому времени, потому что ролик выйдет немножко позже у нас, где-то в марте. Я надеюсь, Евгений, что ваши дети уже здоровы. По крайней мере, от всей души я желаю, чтобы они не болели больше никогда. Как раз они, говорит, болеют. Ты для них как крокодил Гена. Вот тирай. Если я крокодил Гена, ну что? Ваши детки тогда чебурашки. Не, дай бог здоровья и чтобы не болеть. Привет от крокодила Гена. И Евгению Докшину тоже тебе самому большой привет. И еще один, давайте. 2, остальное завтра. Буквально по 2 будем. По 3 надо. Да, ну давайте 3. Ага. Александр Абакумов. Привет тебе большой. Ромке я привет передать не успел. Сослуживец у Ромки. Здравствуйте, так приятно смотреть вас. Скучаю по походам на рыбалку и охоту. Постоянно с отцом ходил, сейчас, увы, не получается. Уехал в другой город по работе. Кстати, я служил с вашим сыном в одной части. Привет вам большой. Думаю, должен помнить меня. Удачи вам, здоровья. Это самое главное. Вот, Александр Абакумов. Ромка приедет, когда я приеду с рыбалку, я, конечно, передам ему этот привет.
А так, я думаю, он сам посмотрит и увидит этот комментарий. Фартовый сибиряк вот как раз дал комментарий такой. Гена, а где электробур Урал? Ну, сегодня вы увидели, что электробур Урал работает. И работает неплохо, скажем. Я уже ответил на этот вопрос заранее. Так, ну давайте еще третий. Нормально выручил, да? Так. Андрею Бектимирову привет. Интересуется, как у меня дела. Нормальные дела, вы сами видите, как у меня. Когда я в лесу и когда на рыбалке, мне всегда дела вот так вот на высшем уровне. Актобе область, город Кандагаш. 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 Так что привет от всех нас, лесной избы. Так. И Андрею Никонову тогда тоже привет, потому что он оставил комментарий. Да, ништяк, разговоры по душам. Ну, честное слово, душевные разговоры камера не видит. Да. Что у нас потом, вот после того, как мы камеру выключаем, много-много интересного. Разговор, да. Но это, не знаю, может быть как-то кусочками в Телеграме, где-то что-то, какие-то кадры, если будут записаны, оставим. А так, ну, народ не поймет. Не надо. Да. Все. И на сегодня хватит. По 3 штучки будем каждый день потихонечку. Вчера забыли немножко. Почему? Нет. А, привет. Да. Вчера что-то, да. Каждый день по 3, там я немножко собрал. И будем закругляться, наверное. Покушаем. Маханем. Может быть, даже споем. Завтра И поспим, да. Сегодня пораньше, сегодня мало поспали. Да, завтра. Подустали. Завтра тяжелый день. Вчера только был день заезда, завтра день выезда. Вы какие-то неправильно. Это неправильно. Это все работа. Работа, да. Если работа мешает рыбалке, нахрен эту работу, Я блин. ему то же самое делаю. Но не рыбалка. Ческит. Такой же, да, покрепка сегодня, да? Да, примерно так же. Тоже где-то 45, да? Вот, это кофе. Когда, ну, я так думаю, не больше 50. Уже когда настаиваешь, потом он градус падает. Падает, да. Вот у меня так же, говорю, я вроде делаю, 45-47, да, получается, вот так вот где-то. А вроде процедил, там что-то все настоялось, и градуса 2-3 теряют. Открывай дверь. 45 градусов, Неси веник. баня. Там на чердаке веник. Печка разгорелась не по-детски. Все. А сегодня все. Вот такой вот был день. Неудачный, можно сказать. Но, в принципе, зато погода Почему? хорошая. Посидели, Нет, покидали. нормально, Даже что-то поймали. Дорожку сделали. Через Не в прямой. ноль, как говорится, все равно. Лес пробили, да. Нормально. Завтра будет день, будет пища. Надеюсь, он будет лучше, чем сегодня. Все. До завтра.